День такой знаменательный для нас день, и у нас мы приехали в никуда. В никуда. Яхшим татамные вабарекен коншенесли, туда переехали все вместе. Это такая досада, это просто ужас. Неожиданная вообще беда, что сказать, я даже не знаю. Гульнара Меджидова, хозяйка этого дома в селе Варнаутка Балаклавского района, не может сдержать слез. 16 декабря семья отмечала важное событие – свадьбу младшего сына. Но счастливое торжество было омрачено печальным известием о том, что горит их дом. Мы уехали из дома в 10 часов утра. Все. У него был ЗАГС, поехали, потом в ресторан. И в 8 часов вечера нам соседи позвонили, сказали, что дым. Горит дом. Соседи вызвали пожарников, да. 3 пожарные машины было, затушили огонь. Старший сын сразу приехал с племянником, уже посмотрел, уже огонь был затушен. Полицейские были, МЧСники были. Все это приехали, зафиксировали. Этот дом Гульнара Ханым вместе с мужем построили в 1998 году. Здесь они живут вчетвером. Все заработанные средства семья вкладывала в обустройство дома. Теперь после пожара жить здесь невозможно. Все нажитое имущество семьи было уничтожено огнем. Пострадала спальня очень, зал. Вот эти остальные все комнаты, еще 3 комнаты, оно все в копоть. Тут вообще ничего уже, все. И балки, и стропилы, и все ушло. Говорили, коротнула проводка. Я не знаю, что такое, как это получилось, но мы все выключили. Ничего не было включено, кроме холодильника и бойлера. Пожарным удалось спасти большую часть дома, но пламя полностью уничтожило всю кровлю. А во время тушения огня жилище оказалось в воде. Пострадала мебель и техника. Посреди зимы семья Меджидовых осталась без крыши над головой. Чтобы восстановить дом, им предстоит выполнить немало работ. Все залито водой, гарь везде, даже дым не везде ушел, как говорится. Разбитые окна, штукатурка обвалена. Надо будет делать полностью капитальный ремонт. Останутся по факту только стены. И, может быть, полкрыши, если получится так разобрать. Если нет, придется полностью разбирать крышу. Чтобы создать хотя бы минимальные условия для проживания в доме, семье Меджидовых необходима финансовая поддержка. Они обращаются за помощью ко всем неравнодушным.